друзья! С вами очередной 200-й выпуск программы «Вестник Харысхал». Сегодня вы увидите много интересного. Программу веду я, Анна Пшенникова, и мой соведущий Эрхан Федоров. В первый раз в инклюзивный класс. Перед началом учебного года первоклашки Харысхала прошли подготовку в рамках летней площадки. Фестиваль «Чудеса кино» готовится объявить победителей. День рождения фонда, 12-летие организации прошло в формате фестиваля «Друзья Харысхал». Начался учебный год. А с ним наши начинания обрели новый импульс. В конце лета и начале осени прошел ряд мероприятий. Каждое стало знаковым. Начало учебного года ознаменовалось очередной акцией «Добро в руках». 1 сентября 936 школьников из разных уголков республики начали свой учебный год с доброго дела. Девизом акции стала веселая фраза «Ваша помощь не завянет», которая отразила всю суть мероприятия. Вместо десятков букетов школьники дарили своему учителю только один от всего класса, а остальные средства, сэкономленные на покупке букетов, были направлены на благотворительность. Сумма сбора «Добро в руках-2023» составила 257 775 рублей. Стартовал заключительный этап юбилейного фестиваля детской анимации «Чудеса кино». На смотр поступило 113 заявок из Якутска, разных уголков республики и других регионов страны. Комиссия из числа деятелей культуры сегодня отсматривает конкурсные работы и выбирает победителей в разных номинациях. А уже в начале октября состоится торжественное закрытие фестиваля и церемония награждения победителей. В этом году очень много отправили студии, так называемой семейной студии, что очень радостно, потому что мы как раз культивируем такой опыт, чтобы родители, окружающее семейство помогало и участвовало в процессе создания мультфильма ребенком. Потому что понятное дело, что не каждый ребенок имеет возможность владеть какими-то программами, да, которые помогают монтировать видеосюжеты, делать хорошую озвучку и так далее. Поэтому участие взрослых просто приветствуется, но в пределах творческих начал, чтобы они не сильно там вмешивались, так скажем. В новом сезоне продолжат свою работу мастерские фонда Харысхал, швейный цех, занимающийся изготовлением текстильных аксессуаров и изделий из кожи, а также керамическая мастерская для детей. Швейная мастерская открыла свои двери по адресу Богатырева, 11/1. Обучаться навыкам швейного дела могут мамы, воспитывающие детей с инвалидностью и ОВЗ. Обучаться можно с нулевого уровня. Проект реализуется при грантовой поддержке фонда Владимира Потанина. К нам приходят родители, мамочки детей-инвалидов. Для них мы сделали такой проект, что они у нас обучаются, у них будут навыки. Вот эта продукция, которую мы шьем, делаем, будет продаваться на сайте Харысхал. Наши мамочки, некоторые вообще ни разу за машинкой не сидели, оказывается, но быстро обучаются. Этим летом фонд Харысхал провел летнюю площадку для малышей, которые идут в первый раз в первый класс. Да не в простой, а в инклюзивный. Проект «В первый раз в инклюзивный класс», реализуемый на средства фонда президентских грантов, вызвал большой отклик у родителей, которые готовят своих малышей к первому походу в школу. Чтобы малышам было комфортнее адаптироваться в новых условиях, благотворительный фонд Харысхал организовал летнюю площадку, в рамках которой малыши смогли постепенно включиться в учебный процесс. Мой сын, ему 8 лет, зовут его Арсен Анисимов. Он является участником этого проекта фонда Харысхал первый раз в инклюзивный класс. И он в этом году пойдет в школу, в общеобразовательную школу номер 32. Для меня этот лагерь – это подготовка к школе, то есть адаптация моего сына к занятиям,
коммуникации. Он здесь познакомился со своим одноклассником, с Денисом, будут учиться вместе. То есть он уже находит своих здесь друзей, учится коммуницировать с детьми. И, конечно же, вот эти занятия. Я хочу показать его рисунок. Вот он нарисовал вчера буквально. И здесь, конечно, потрясающе, как они рисовали, и как получалось, что как рисунок переходит на ткань. Да? Это волшебно. Он здесь получает колоссальные эмоции. Все занятия проходят в игровой форме, однако знания, которые малыши получают в рамках площадки, вполне академические. Это основы грамматики, правописания, математика, рисования. Занятия проводят опытные педагоги. У нас подготовлено, по идее, 3 занятия каждый день. Это окружающий мир, русский язык, то есть звуки и слова, да, и арифметика простая до 10. И наша основная цель – научить детей, чтобы они умудрялись, сидели, чтобы научить их усидчивости и вообще подготовить к тому, что вообще школа значит. Вообще, в принципе, мы показываем ролик, ознакомливаем, показываем, и учителя, вы задали вопрос про учителей, а учителя – это педагоги, которые будут непосредственно учить этих детей в общеобразовательных школах. Кроме занятий, ребята участвовали в мастер-классах, играли и с аппетитом кушали. А в это время взрослые решали серьезные вопросы по организации процесса обучения в ресурсных и инклюзивных классах. Поскольку у нас в Якутске открывается 5 новых ресурсных классов, и количество детей, которые идут в школу, достаточно большое, было важно создать какую-то историю знакомства для того, чтобы адаптация ребят и специалистов прошла как можно лучше. И очень важно профилактировать эти причины дезадаптации, которые могут возникнуть при создании инклюзивных программ и вообще создании инклюзивной среды, когда мы говорим про детей с особыми образовательными потребностями. Полученный объем знаний и опыт взаимодействия с педагогами поможет маленьким подопечным фонда пойти в школу с объемным багажом уверенности. Надеемся, он поможет им учиться с удовольствием и необходимым старанием. День рождения – лучший праздник. Абсолютно верно. В этом году фонд Харысхал отметил свое 12-летие. К нам на день рождения в парк пришло огромное количество гостей. Давайте посмотрим. Свой 12-й день рождения наш благотворительный фонд отметил в самой дружеской и позитивной атмосфере. Фестиваль «Друзья Харысхал», прошедший 19 августа в Парке культуры и отдыха, собрал несколько сотен гостей. Все они пришли, чтобы поздравить фонд и присоединиться к обширной программе, главной целью которой стала благотворительность. Нашему фонду исполнилось 12 лет, и мы решили, что нам наш такой хороший праздник нужно отмечать вместе с нашими жителями, с нашими благотворителями, да, потому что жители нашего города, нашей республики, они очень поддерживают фонд на протяжении всех этих 12 лет, и мы решили для них и для нас сделать такой праздник. Сегодня у нас работает маркет, где рукодельницы сегодня представили свои различные изделия. Это из бисера, из глины, ручные работы в виде детской одежды. И также у нас сегодня было представлены различные мастер-классы, как и для детей, так и для взрослых. Участники маркета также стали частью благотворительного марафона. Вырученные от продаж средства они направили в помощь подопечным фонда. Я знаю Харысхал с самого детства, и у меня там мама работала. И я хочу помочь детям. Давно знакома вообще с деятельностью Харысхал и очень ценю вашу социальную миссию, поэтому, когда увидела объявление на вашей странице, сразу меня это заинтересовало, так как у меня есть что предложить, и я считаю, что эти украшения могут порадовать много количества людей.
Помимо развлекательной программы, фестиваль содержал и образовательную часть. Свою площадку на фестивальной поляне организовал колледж «Синергия». У молодежи учебное заведение вызвало большой интерес. Колледж цифровых профессий открывается в этом году. Это первый колледж корпорации университета «Синергия», который открывается как самостоятельная структура. Мы как пилотный проект, и потом уже эти колледжи будут открываться в других регионах России. Мы набираем сейчас обучающихся по направлению IT и по креативной индустрии. Это и информационная система программирования, сетевое системное администрирование, информационная безопасность, также направление креативных индустрий, графический дизайнер и анимация. Находимся в здании ДОСААФ, Бестужева-Марлинского 5/1. Мы принимаем после 9 и после 11 класса. После 9 класса у нас по срок обучения 3 года 10 месяцев, после 11 2 года 10 месяцев. Колледж цифровых профессий «Синергия» тоже поддерживает инклюзивное образование. Мы за доступность образования, за то, чтобы все слои населения с ограниченными возможностями здоровья, не с ограниченными возможностями здоровья получили образование и нашли свое место в жизни. День рождения фонда «Харысхал» прошел весело и с пользой для всех. Веселый праздник позволил собрать около 20 тысяч рублей. Вся сумма направлена на помощь подопечным фонда, а сам именинник получил массу положительных эмоций и добрые пожелания. Я бы хотела пожелать вашему фонду процветания, чтобы было больше таких активностей, чтобы вас поддерживали много людей и чтобы у вас было все хорошо. Что ж, 200-й выпуск программы «Вестник Харысхал» подошел к концу. Но наши новости не заканчиваются. Смотрите нас в эфире телеканала «Якутия-24». До новых встреч!